По истории описывается случай, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, родился, невидимый голос сказал: «Передайте этого ребенка Востоку и передайте этого ребенка Западу, и пусть весь мир узнает о его качествах, как пророка, и пусть весь мир узнает об имени моего возлюбленного. И дайте ему нрав Адама, мир ему. Сделайте его сознание, как у Шуайба, мир ему. Дайте ему храбрость Нуха, мир ему. Доброжелательность Ибрахима, мир ему. Жертвенность Исмаиля, мир ему. Проницательность Салиха, мир ему. Довольство Исхака, мир ему. Благую весть Якуба, мир ему. Силу Мусы, мир ему. Джихад Юши, мир ему. Любовь Даниила, мир ему. Благопочитание Ильяса, мир ему. Послушание Юнуса, мир ему. Терпение Аюба, мир ему. Голос Дауда, мир ему. Воздержанность Яхьи, мир ему. И благочестие Исы, мир ему. И это пророк, вобравший в себя все лучшее от 124 тысяч пророков. Это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, которому весь мир должен следовать. И это тот посланник, да благословит его Аллах и приветствует, которого мусульмане 21 века должны брать примером для подражания. Приводится в хадис, в сборнике имама Ан-Насаи, рассказ о происхождении, о том, что Адам мир ему пророчил, Шуайб мир ему пророчил, Нух мир ему пророчил, Ибрахим мир ему пророчил, Исмаиль мир ему пророчил, Исхак мир ему пророчил, Якуб мир ему пророчил, Муса мир ему пророчил, Юша мир ему пророчил, Ильяс мир ему пророчил, Юнус мир ему пророчил, Аюб мир ему пророчил, Даниил мир ему пророчил, Яхья мир ему пророчил, Аиса мир ему пророчил. Возвещающий азан каждый день приветствует его. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был честным. Он являлся имамом всех пророков. Имамом всех пророков! О, мои братья, это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, которому весь мир должен следовать. Это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример. Почему? Потому что в сборнике имама Бухари приводится о жизнеописании посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был послан, язычники Мекки хотели увидеть чудеса. Они хотели быть свидетелем чуда. Так они собрались в одном месте, в ожидании того, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, покажет им чудо. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повернулся в сторону Луны. Подняв указательные пальцы своих рук, он расколол Луну на две части. Он, да благословит его Аллах и приветствует, поместил одну сторону Луны с одной стороны горы, другую с другой. Вот, братья, это посланник. Он, да благословит его Аллах и приветствует, тот, с кого все мусульмане должны брать пример. Почему? Потому что также есть хадисы в сборнике имама Бухари о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, остановился в одном месте. И сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, пришли к нему и сказали: «У нас нет воды, а уже время молитвы». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Дайте мне вашу чашу». Затем ему принесли чашу. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднес руки к этой чаше, и с его пальцев начала литься вода. И 300 сподвижников смогли взять этой водой омовение. Аллаху Акбар. Вот, это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, которому весь мир должен следовать. Это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример. Почему? Вспомните день воздаяния, когда люди будут тонуть в своем поту, и каждый будет в собственном поту, в соответствии со своими делами. Некоторые будут в поту по лодыжке, у некоторых пот будет доходить до колен, некоторые будут в поту по пояс, некоторые будут тонуть в собственном поту. Солнце будет стоять над их головами. Они будут тонуть и кричать, они будут рыдать. Слезы будут течь из их глаз. Аллаху Акбар, и в этом ужасном положении они подойдут к Адаму, мир ему. И они скажут Адаму: «Заступись за нас». Адам, мир ему, скажет им: «Аллах гневается сегодня так, как не гневался раньше и никогда не будет гневаться после. И я не знаю, как он поступит со мной. Идите к другому». И они пойдут к Нуху, мир ему, и скажут: «Нух, заступись за нас. Неужели ты не видишь, в каком мы положении?» Нух, мир ему, также скажет им: «Аллах гневается сегодня так, как не гневался раньше и никогда не будет гневаться после. И я не знаю, как он поступит со мной. Идите к другому». Вернувшись на место воздаяния, затем они пойдут к Ибрахиму, мир ему, и они скажут: «О, Ибрахим, заступись за нас, неужели ты не видишь наше положение?» Ибрахим, мир ему, скажет: «Сегодня Аллах гневается так, как не гневался никогда раньше и не будет гневаться позже. И я не знаю, как он поступит со мной, идите к другому». После чего они отправятся к Мусе, мир ему. Они обратятся к нему и также скажут: «Заступись за нас! Заступись за нас!» И Муса, мир ему, скажет то же самое: «Аллах гневается сегодня так, как не гневался раньше и никогда не будет гневаться после. И я не знаю, как он поступит со мной. Идите к другому». Затем они пойдут к Исе, мир ему.
Они скажут: Иса, мир ему, заступись за нас. Неужели ты не видишь наше тяжелое положение? Иса, мир ему, скажет им: Аллах гневается сегодня так, как не гневался раньше и никогда не будет гневаться после. И я не знаю, как он поступит со мной. Идите к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Затем, вернувшись на равнину воздаяния, они пойдут к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Они скажут Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует: заступись за нас. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, будет заступничать, и его заступничество будет принято. И всемогущий Аллах снизойдет так, как подобает его величию. Это посланник, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример. Почему? Мы не закончим на этом, так как в жизни описания посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приводится то, что он остановился в одном месте и начал читать Коран. Он читал его так красиво, что даже джинны сказали: поистине мы слышали изумительное чтение, так что были вынуждены сказать: ля иляха илля-Аллах. Вот он, тот посланник, да благословит его Аллах и приветствует, которому весь мир должен следовать. И это тот посланник, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример. Тогда в Байхаке приведен хадис от Умара ибн Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Он сказал: был бедуин из Бану Сулейм, который всегда ходил с ящерицей, которую он брал с собой. Он сказал сподвижникам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Обратившись к сподвижникам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: кто тот мужчина, который окружен людьми? И сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сказали, что это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Бедуин, проталкиваясь через людей, прошел прямо к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. И когда он встретился с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: я клянусь Латтом и Уззой, что ни одна женщина еще не родила ребенка, которого я ненавидел бы больше, чем тебя. И если бы мои люди не подумали, что я опрометчив, то я прямо здесь бы отрубил тебе голову. Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, в тот же момент, этот человек действий, человек слова, он сказал: о посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, позволь мне отрубить этому неверному голову. Но просьба не была удовлетворена. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: скажи мне, почему ты меня оскорбляешь? Почему ты меня поносишь? И бедуин ответил: клянусь Латтом и Уззой, я не поверю в тебя и не буду свидетельствовать, пока моя ящерица не засвидетельствует. И в жизни описания рассказывается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ящерице: скажи, кто я? Ящерица ответила: я поклоняюсь тому, чей трон над небесами, тому, кто господствует над миром, чья милость рай, а чье наказание ад. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: скажи, кто я? Скажи, кто я? И ящерица ответила: ты посланник Аллаха. Преуспел тот, кто верит в тебя, и в убытке тот, кто отказался от тебя. И губы этого бедуина начали повторять вслед за ящерицей: я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад посланник Аллаха. Есть в хадис сборнике имама Бухари история из сиры посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стоял на мимбаре, давая проповедь: Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Когда он давал проповедь, пришел бедуин и сказал: о посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы он послал нам дождь. Попроси Аллаха, чтобы он послал нам дождь. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воздел руки к небесам и сказал: о Аллах, даруй нам дожди. И пролилось много дождей. Они шли в течение 7 дней до следующей пятницы. На следующую джума посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также стоял на мимбаре и проводил проповедь. И опять пришел бедуин и сказал: о посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы дождь прекратился. Наши хозяйства разрушены, а посевы разорены. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, снова воздел руки к небесам и сделал дуа.
и дождь прекратился. Вот это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которому весь мир должен следовать. Это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример. Почему? Потому что у Байхаки приведен хадис о том, что в один из дней посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был в сафаре и увидел бедуинов. Он сказал им: засвидетельствуйте, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что я посланник Аллаха. Тогда бедуины ответили ему: скажи нам, кто в тебя вообще верит? Кто тут верит в тебя? И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повернулся к дереву, позвал его, и дерево оторвалось от земли и пришло. Встало напротив посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и трижды повторила: я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад посланник Аллаха. Ашхаду ан ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулюллах. Это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которому весь мир должен следовать. И это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример. И мы не останавливаемся на этом. Почему? Потому что также приводится хадис у Байхаки, что одна иудейка решила убить посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и она подала им в качестве угощения отравленное мясо. И мясо заговорило с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И этот кусок мяса сказал: «О, Мухаммад, не ешь меня, я отравлен». О, братья и сестры, это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример. Почему? Потому что в муснаде имама Ахмада приводится хадис о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взобрался на гору Ухуд, и гора Ухуд начала трястись. Почему? Потому что она приветствовала посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Есть еще хадис, который приводится в муснаде имама Ахмада о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также взобрался на гору Башир, и эта гора также начала трястись волнительно. Почему? Да потому что она приветствовала посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Также имам Ахмад приводит хадис о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднимался на гору Хира, и эта гора также сотрясалась, потому что она приветствовала посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вот посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, за которым весь мир должен следовать. И это тот посланник, да благословит его Аллах и приветствует, с которого все мусульмане должны брать пример.